Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Коротко о сегодняшних темах в выпуске. Сотрудничество блюстителей порядка. В Сочи прошла встреча делегаций Министерств внутренних дел Абхазии и России. Жуков жужжание к неурожаю. В Абхазии стал чаще встречаться жук-цветоед, который уничтожает весь цвет плодовых деревьев. Лучшая продюсерская работа. Денис Авицба стал победителем кинемарафона студенческих работ. Кондитеры от Бога. В преддверии Пасхи ТПП Абхазии провела 8-й республиканский конкурс кондитерского мастерства «Праздник сладостей». В вооруженных силах Абхазии продолжаются масштабные учения. Очередным этапом стали тактика специальные учения с подразделениями артиллерии, минометов, а также подразделений боевого обеспечения. На данном этапе к учениям привлекаются и курсанты выпускного курса СВОКу, проходящие стажировку в войсках. В ходе учений они получат практику в управлении подчиненными подразделениями. Особое внимание уделяется ведению разведки противника, обработке разведданных в реальном масштабе времени, корректировки огня артиллерии, минометов с применением беспилотных летательных аппаратов днем и ночью. По замыслу учений темпы развития оперативной обстановки и масштабы привлекаемых войск, сил и средств будут наращиваться. Работа информационной системы таможенных органов на пограничном посту ПСУ, как и других границах России, в основном восстановлена. Возобновили работу центры электронного декларирования. Таможенные операции совершают в электронном виде и частично на бумаге. Из-за кибератаки на IT-ресурсы Федеральной таможенной службы России 10 апреля в 6 часов утра была приостановлена работа на абхазо-российской границе. Сейчас автомобили пересекают границу в штатном режиме. Список товаров и оборудования, которые можно провозить через границу с Грузией, изменился. Такое распоряжение подписал президент Абхазии Аслан Бжаня 31 марта. Как рассказал «Спутник», первый зампредседателя ГТК Абхазии Аляс Лабаху, изменения касаются только физических лиц. В список разрешенных товаров входят саженцы многолетних и однолетних культур, семена и посадочный материал сельхозкультур, живая домашняя птица, корма для сельхозживотных, сельхозтехника, оборудование по производству и переработке сельхозпродукции, автомобильный транспорт, автозапчасти, моторные и прочие смазочные масла для автомобилей. На той неделе в Сочи прошла встреча делегаций МВД Абхазии и России. Правоохранители обсудили вопросы, связанные с преступностью. Все подробности в материале пресс-службы МВД. Завершилась встреча делегации МВД Республики Абхазия Российской Федерации, проходившая в Сочи с 5 апреля текущего года. В заседании комитетов органов внутренних дел приграничных регионов приняли участие представители Министерства внутренних дел Республики Абхазия, Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, Главного управления МВД России по Северокавказскому федеральному округу, Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике и отдела МВД России по федеральной территории «Сириус». Министр внутренних дел Абхазии, генерал-майор милиции Вальтер Бутба, обращаясь с приветственным словом к участникам встречи, отметил, что Республика Абхазия придает большое значение всестороннему взаимодействию с Российской Федерацией, а совместная работа правоохранительных ведомств двух государств, основанная на давней дружбе и взаимном доверии, приносит реальный профилактический эффект. Руководители ведомств и участники встречи обсудили вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества в рамках противодействия незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ, пресечению противоправной деятельности лиц, занимающих криминальный статус в преступной иерархии, а также организации совместных мероприятий по профилактике экстремизма в молодежной среде. От МВД Абхазии в рабочем совещании приняли участие первый заместитель министра внутренних дел, начальник криминальной милиции Руслан Ажиба, заместитель министра, начальник милиции общественной безопасности Беслан Чкадуа, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков Астамур Пачалия, ИО начальника управления уголовного розыска Алхас Габлия, начальник управления правового обеспечения Урхан Чеди,
Абхазия, начальник отдела информации и общественных связей Ирина Киут, помощник министра внутренних дел Батал Агарба, начальник управления внутренних дел по Гагарскому району Денис Айба. На заседании комитетов органов внутренних дел приграничных регионов присутствовал советник президента Республики Абхазия Олег Куликов, официальный представитель МВД России в Республике Абхазия Сергей Галенков, директор совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел Абхазии Российской Федерации на территории Республики Абхазия Вячеслав Смирнов. Стороны выразили надежду на плодотворное сотрудничество по основным вопросам, стоящим перед ведомствами. По итогам рабочего заседания руководителями делегации подписан документ, определяющий решение дальнейшего взаимодействия правоохранительных органов приграничных территорий по всем обозначенным направлениям деятельности. Добрососедство и дружба Абхазии и России укреплена давними традициями, а плодотворное сотрудничество органов внутренних дел государств обеспечивает правопорядок и благополучие наших граждан. Сотрудник спецслужб Грузии Джанут Заганя пытался вовлечь в шпионаж жительниц Абхазии. Спецслужбы Грузии вовлекают в сферу своего влияния жителей нашей страны, чтобы получить информацию о политической, экономической и военной областях. Служба контрразведки СГБ Абхазии вскрыла агентурную работу сотрудников СГБ Грузии, что позволило установить факты шпионажа. Материал о проводимых контрразведывательных мероприятиях смотрите в нашей программе после выпуска новостей. В последнее время в Абхазии стал довольно часто встречаться жук-цветоед. Вредитель за считанные часы уничтожает на плодовых деревьях и кустах весь цвет, тем самым оставляя садоводов без будущего урожая. Бороться с насекомым очень сложно, так как химикаты могут навредить и пчелам, которые активны в этот период. Что же делать, если на участке замечен опасный жук, узнавала Шазина Ханагур. Аленка мохнатая или бронзовка – достаточно крупная для жуков насекомое, предпочитающее селиться в степных или состепных зонах. Как предполагают ученые, родиной этого вредителя является Азия. В связи с изменением климатических условий за последнее время территория обитания аленки мохнатой стала расширяться. Бронзовка мохнатая все чаще встречается и на территории Абхазии. По нашим результатам наших обследований, мониторингов, систематических проведенных на нашей территории, жук довольно давно повсеместно встречается в Абхазии. Если вы помните, был случай, несколько лет тому назад, когда появление золотистой бронзовки, уже совершенно другой вид, когда эта бронзовка золотистая наносила очень значительный ущерб насаждениям кукурузой. То есть вот она одна из тех видов, которые относятся к группе бронзовок. Аленка мохнатая, покрыта волосками, желтыми и белыми пятнами на надкрыльях. Насекомое цветоед. Наибольшую активность жуки проявляют в дневное время с 10 до 15 часов. Зиму они проводят в глубоких земляных норках, из которых начинают выбираться ранней весной. Основной вред бронзовка мохнатая наносит бутонам, обгрызая лепестки, выедает тычинки, пестики. Повреждает цветки, а повреждает во время только как персики начинают зацветать. В начале всего зацветает персик, затем уже яблони, груши и все остальное. Сам жук зимует в почве. Зимуя в почве, она откладывает яйца почти от 15 до 20 штук. Затем через 7-8 дней появляются личинки. Находясь в почве, в личиночной стадии, она питается, не нанося вред совершенно растению, именно этими растительными остатками, гумусом, то есть или перегноем. Способы уничтожения жуков-цветоедов зависят от различных факторов, включая площадь участка поражения. Борьба с аленкой мохнатой затруднительна. Обусловлено это тем, что нельзя использовать химикаты, так как они могут навредить и пчелам, которые активны в этот период. Борьбу с вредителем нужно начинать с обработки грунта, говорит Майя Шинкуба. То есть вначале провести такую сплошную перепашку почвы, дальше обязательно обработать грунт,
Препараты, которые используются от вредителей, это инсектициды. Можно использовать такой препарат вот именно для обработки грунта. Использовать там Актару, Дециспрофи только в нужной концентрации, потому что обработка грунта дает возможность именно жук, находясь в почве в личиночной форме, губительно действовать на жука-вредителя. Есть даже и такой метод, что некоторые у себя в садах, вот большей частью появляются они в поле, да? Там, где поля, там большая численность этого насекомого. Некоторые проводят, например, опрыскивание растения водой. Это как бы примитивно, но хотя этот метод тоже некоторыми садоводами применяется. Опрыснули водой, а дальше руками собирают жуки. В случае, если вредитель уже замечен на цветах, то дерево необходимо обрабатывать инсектицидом Калипсо. 80% всего опыления, что происходит на растениях, это благодаря пчелам. Поэтому, чтобы не навредить пчелам, шмелям, нужно именно использовать этот препарат. Препарат именно, она является контактно-кишечным, системного действия. И нужно его использовать именно в рекомендованных нормах расхода. 2 мл на 10 литров воды. Мигрирует Аленка мохнатая, перелетая с растения на растение. Попасть на участок личинки этого вредителя могут и через покупку необработанного грунта или новых саженцев. Шазина Ханагу, Фатима Гергия, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Студент кафедры режиссуры Северо-Кавказского государственного института искусств Денис Авицба стал победителем киномарафона студенческих работ масштабного проекта Центрального дома Союза кинематографистов России. Денис Авицба получил награду в номинации «Лучшая продюсерская работа». Конкурс объединил студентов профильных вузов из 11 российских регионов. С начинающим абхазским режиссером пообщалась Лаура Капш. У молодого джигита Адамура есть невеста Айша. Далеко разнеслась слава о ее красоте и обаянии. Был у Адамура младший брат, 20-летний Шахар. Как и Адамур, Шахар стал лихим и отважным джигитом. Но сердце его опалила красота невесты брата. Если бы не Адамур, кто бы мог сравниться с Шахаром? Разве не лучший в округе жених? Но брат, статный Адамур, встал соперником на пути, и Шахару оставалось только тайно вздыхать по Айше. Об этом повествует новелла Михаила Лакарба «Осечка», по которой студент кафедры режиссуры Северо-Кавказского государственного института искусств Денис Авицба снял фильм. Эта работа принесла молодому режиссеру победу в номинации «Лучшая продюсерская работа». Денис Авицба также получил спецприз от партнера киномарафона онлайн-кинотеатра «Иви». سجاكي خلنزت تاليت هاتجي زيل قاتو هاي شلاكزر سرات استخا Этот фильм был снят летом прошлого года. Почему именно Михаила Кирбая? На самом деле это такая моя давняя мечта. Я с детства читал и любил Кирбая. И как раз «Осечка» очень сильно запомнилась мне. Я очень люблю эту новеллу. И как-то особо и мысли не было, что вот какую-то другую взять. Вот. Я думал о «Ведьме» на самом деле, но «Ведьму» реализовать в масштабах Нальчика было немножко посложнее, поэтому я подумал, что лучше всего это сделать «Осечку». Снялась эта работа не в Абхазии, потому что времени не было, я не успевал. Пришлось снять ее в Кабардино-Балкарии. Сняли мы ее вместе с моим хорошим другом, сопродюсером моим, Ильей Юсуповым, и будучи главным актером в этой же работе, он сыграл Шахара. Сняли мы работу суммарно за 3 дня, за очень экстренные сроки.
Где-то в холодных горах прозвучит роковой звук осечки, разделивший братьев. Так одним предложением можно описать этот фильм. Ведь всему причина любовь. Она порой может стать пропастью, в которую летят все постулаты. Исым шахар. Рябджер. Ваккухар пиху. Уруты. Эйпш. Ибамгу. Юкам. Фильм молодого режиссера Дениса Авицба длится 6 минут и снят он на абхазском языке с русскими субтитрами. Съемки фильма проходили в Кабардино-Балкарии. И когда я слышал абхазскую речь на съемочной площадке, меня это возвращало домой, говорит Денис. Во время реализации проекта вообще мы как студенты одного института, мы по новой всплотились, и для нас это очередной опыт, на самом деле, хороший опыт. И под абхазское влияние вот так мы все попали. То есть мы там разговаривали, я разговаривал на абхазском в основном с ними, и картина сама была снята на абхазском, и актеры наши разговаривали на абхазском языке. То есть кабардинцы, которые не могли разговаривать на нашем языке, я их подгонял, заставлял выговаривать, учить. И это было очень интересно, когда на съемочной площадке я понимал, что я сейчас не дома, но я слушаю абхазскую речь, и мне это прям возвращало домой. Очень приятное чувство на самом деле было. Киномарафон дал возможность получить новые знания, которые в будущем понадобятся для реализации своих проектов, отмечает Денис. Этот киномарафон собрал множество студентов со множества институтов с разных регионов нашей страны в поддержку кинематографа молодого, регионального. И у нас были очень интересные мастер-классы, посвященные продюсерству, кинооператорству, режиссуре как таковой. И на самом деле этот киномарафон дал огромное количество знаний, которое понадобится региональным режиссерам, молодым региональным режиссерам для реализации своих проектов. Работу в Москве оценили очень хорошо, ведь по-другому и не могло быть, поскольку фильм «Осечка» получился емким, простым и в то же время глубоким по содержанию. Собственно, как и все новеллы Михаила Лакарба, где в коротких, основанных на традициях и культуре народа историях раскрываются истинные качества людей. Лаура Капш, Абхазское телевидение. В преддверии светлого праздника Воскресения Христова в Сухуми прошел 8-й республиканский конкурс кондитерского мастерства «Праздник сладостей», организованный ТПП Абхазии. Победители определялись в 2 номинациях за лучшее оформление композиции и лучший кулич. Свою продукцию представили 38 производителей из всех районов республики. Здесь можно было приобрести расписные куличи, хлеб, пряники, пасхальный декор и многое другое. Кроме того, работали церковная и цветочная лавки. В праздничную атмосферу пасхальной ярмарки окунулась Эсма Голанзе. Эффектно оформленные куличи, домашняя выпечка, пряничные фигурки и шоколадные конфеты. Это лишь малая часть сладостей, представленных на ярмарке. Жаль, камера не может передать аромат. Зато вы можете посмотреть и послушать, а еще повторить какой-нибудь рецепт. Например, кулича под названием краффин. Это своего рода разновидность круассана и маффина с хрустящей корочкой и нежным мякишем. Это слоеное тесто, и там идет очень много сухофруктов. А кулич в основном делают либо дрожжевое, либо творожное тесто делают. У нас представлены краффин и творожное тесто. Вообще пасхальное тесто считается одной из самых сложных. Часа 3 надо для того, чтобы оно подошло. Ну и выпекается оно долго. А вообще говорят же, что когда тесто поднимается, нельзя громко шуметь, там хлопать дверями. Вы все это соблюдаете? Надо в тишине, да, конечно. Надо в тишине, в покое, чтобы тесто хорошо поднялось. Ну, такая есть примета, мы ее придерживаемся. Как бы ни был украшен и приготовлен кулич, главный смысл пасхальной выпечки в том, что ее ингредиенты – продукты, которые нельзя есть в пост. Испокон веков кулич был круглой формой. Готовился, как правило, из молока, яиц и масла. Он наш традиционный, да, классический рецепт, которым уже более 10 лет мы пользуемся и только его и применяем. Чем украшаете? Вот я вижу у вас красивые там присыпочки какие-то. Да, в этом году, не знаю, что-то мы решили внести какое-то разнообразие в наше стандартное оформление и решили оформить бисквитным мхом.
Решили, что пускай будет это какая-то наша фишечка в этом году. И использовали все обычные продукты, как курага, орешки всевозможные. То есть сверху кулич полностью съедобный, такой же, как и внутри. Испечь кулич может не только хозяйка. Бытует мнение, что повара-мужчины готовят еще лучше. Если для женщины это каждодневный навык, и для мужчины кулинария, в первую очередь творчество. Когда я только начинал свой кондитерский путь, конечно же, удивлялись, что я делаю такие изделия, но потом со временем ко мне привыкли представлены мои изделия. Это самые распространенные по всему миру стаканоторты, это бента-торты, бакалва, апсочес, куличи. Представлен мой эксклюзивный торт. Бента-торты делаются 3 дня. Куличи, за 1 день можно сделать. У тебя жена, дочка. Они, наверное, привыкли, что дома ты их балуешь сладостями, да? Да, конечно. У участников ярмарки была возможность не только продемонстрировать свое мастерство, но и получить полезные рекомендации от именитых гостей-кондитеров Российской гильдии пекарей. А праздничное настроение помогли создать музыканты. Организовала пасхальную выставку-ярмарку торгово-промышленная палата. Сегодня вместе с нами участники предыдущих конкурсов, победители разных номинаций, но и присоединившиеся впервые к нам в этом году. Вы знаете, нам очень приятно, что мероприятие под названием «Праздник сладости» продолжает свое развитие. И мы в будущем готовы и будем делать все возможное для того, чтобы развивать это направление. В первую очередь, чтобы быть полезным вам и рынку. В этом году мы учли пожелания большинства участников и отошли от конкурса, предоставив вам ярмарочную площадку. Какой же праздник без сюрпризов и подарков? Победителем зрительских симпатий за лучшее оформление экспозиции стала кондитерская «Виктория». Лучшим был признан пасхальный кулич от пекарни «Колос». Специальный приз от владелицы сети кондитерских Евгении Галкиной достался Янине Шакая. Неважно, куплен будет кулич или приготовлен самостоятельно, главное – встретить светлый праздник с верой и покоем в душе. Эсма Гуланзе, Заур Кварчия, Абхазское телевидение. Латиноамериканская музыка и песни Карибского моря для жителей и гостей Абхазии. 16 апреля в Абхазской госфилармонии состоится концерт Хуана Орландиса, яркого, талантливого музыканта родом с острова Куба. Хуан Орландис – фронтмен, мультиинструменталист и вокалист. Сегодня Хуан Орландис проживает в Санкт-Петербурге. Выступает в качестве бас-гитариста у Елены Ваенги. В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению гидрометцентра, в четверг, 13 апреля, на территории Абхазии временами дождь, гроза. Температура воздуха ночью 5-10, днем 7-12 градусов тепла. Температура морской воды плюс 10 градусов. На этом информационный выпуск Амшевшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.